ГАЗ-69 – советском внедорожнике, который, однако, в свободную продажу никогда не поступал. Если учесть, что страна в то время осваивала целину, а территория страны подразумевала во многом отсутствие дорог, призыв Никиты Сергеевича Хрущева выдать за 10 дней на гора «Москвич» для колхозников был как никогда кстати. Горьковский и Московский автозаводы выдали по прототипу внедорожников с кузовами от легковых авто. В случае «Москвича» это стал именно «Москвич-410» на базе 402 модели. Казалось бы, сделать полноприводный автомобиль из «Москвича-402» было не очень сложно. Был опыт полноприводной победы на Горьковском автозаводе. Но проект «Москвича-410» потребовал немало серьезных изменений. Внедорожные версии по сравнению с базовым «Москвичом-402» очень серьезно переработали. «Москвич-410» получил не только ведущий передний мост, но и иной, чем у серийной машины, задний. Для этого двигатель пришлось поднять над ведущим мостом, а заодно усилить кузов. Полноприводный «Москвич-410» стал тяжелее 402 на целых 200 килограмм, что повлекло рессоры вместо амортизаторов на базовой модели. Уже стала колея, зато клиренс был внушительный даже по меркам серьезных современных джипов и достигал 220 миллиметров. Двигатели почти на всех машинах стояли 45-сильные объемом 1360 кубических сантиметров, что давало максимальную скорость до 95 километров в час. Коробка передач была трехступенчатой, стояла раздатка с понижайкой. Серийное производство модели началось в феврале 1957 года. Всего за 3 года было выпущено порядка 10 тысяч машин, включая универсал «Москвич-411». Стоит ли говорить, что спрос был огромный, но нюансы производства потребовали снять автомобиль «Москвич-410» с конвейера. Следующим доступным внедорожником стала лишь «Нива». Но это совсем другая история.